Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. С вами сегодня Астарта Сантья Тара, и мы делаем расклад на тему перемирия. Стоит ли заключать, стоит ли начинать все сначала, и как после перемирия будут складываться отношения, как мужчина будет себя вести. Как обычно, перед вами 3 варианта, и, пожалуйста, обратите внимание на расклады на отношения, онлайн-гадание, плейлист, также расклады на 2020 год и расклады на периоды, на недельку, карту дня, на месяц и так далее. И самые последние, самые новые расклады будут ссылки на них будут расположены в описании к этому видео. Как обычно, выбирайте 3 варианта, первый, второй или третий. И я перехожу к первому. Итак, дорогие, первый вариант. И вот вы уже заключили перемирие, да, и как будут развиваться отношения после вашего примирения. Ну, в принципе, да, мои дорогие, такое ощущение сложилось, что да, перемирие вы заключили, но вы уже умны, вы уже мудры, у вас уже есть опыт в этих отношениях, и вы будете вести себя так, как вам будет удобно в первую очередь. Вам будет, знаете, не то чтобы все равно, да, что он чувствует и что он думает. Нет, просто вы здесь уже будете вести себя так, чтобы не было, как говорится, сильно больно за прожитые годы вместе, да, за проведенное вместе время. Вы будете получать максимальный результат, максимальное удовольствие, но сквозь призму прошлого, и поэтому будете довольствоваться теми отношениями только лишь и развивать отношения так, чтобы вы в первую очередь были в этих отношениях королевой. Такой, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было комфортно, чтобы вам было легко, чтобы отношения развивались без напряжения. Будете хитрить, будете юлить, но вот юлить, да, не в плохом смысле, а вот как мудрая, умная такая вот женщина-лиса, женщина-змея, которая может быть гибкой, которая может быть мудрой, которая может быть такой вот самодостаточной. Будете вести себя так, чтобы мужчина в первую очередь чувствовал, что вы еще не в его руках, чтобы он вас постоянно догонял и пытался там свои сети заполучить. Тут вы уже полностью абсолютно такое ощущение, что вы смените тактику, смените манеру поведения, уже будете показывать, декларировать ему, транслировать, что вы самодостаточны, что вы прекрасны и что вы достойны самого хорошего, самого прекрасного. Может он это вам дать, не может он это вам дать. Вам нужно четко и конкретно то, что вы хотите, без всяких скидок, без всяких бонусов для него. Он должен быть мужчиной, он должен быть сильным, он должен быть добытчиком. Чтобы вы чувствовали себя как королева, без забот, без хлопот, и вам было комфортно, и вам было свободно, вам было легко, гармонично и так далее. Чтобы он преклонялся перед вами, чтобы он восхищался вашей красотой, вашей мудростью, вашей решительностью. Вот через призму только лишь своих желаний, своих стремлений, чтобы вам было гармонично и спокойно, вы и будете эти отношения развивать, эти отношения толкать. И от мужчины будете ждать того, что он, во-первых, начнет перед вами, да, преклоняться, подчеркивать вашу красоту, подчеркивать вашу женственность, и будете от него требовать таких действий, да, чтобы вы это ощущали, чтобы вы это знали, чтобы вы это чувствовали. То есть отношения будете развивать так, чтобы вам было удобно в первую очередь. Вот это, наверное, ведущее в ваших отношениях после того, как вы заключили мир.
Как мужчина будет вести себя по отношению к вам, да, после ссоры, после того, как вы помирились, да, нашли все-таки компромисс? Во-первых, мужчина будет доволен тем, что вы, мужчина будет рад, мужчина будет чувствовать, что вы партнеры. И смотрите, на Манаре у нас выпали одни старшие арканы. То есть для мужчины это важно, для мужчины это нужно, ему это необходимо. И в то же время, да, так как вы ему показываете уже свою самодостаточность и то, что вы уже сильно так не зависите от мужчины, от его эмоционального фона, да, от того, как он себя ведет, от того, что он вам говорит, от того, сколько времени и внимания он вам уделяет, он будет до конца, не будет до конца вас понимать, вы для него будете загадка, он будет вот на стороже, да, постоянно присматриваться и пытаться вас разузнать, раскусить, вообще понять, что же произошло и что это за перемены. Будет, с одной стороны, будет как-то и недоволен, ему будет грустно, да, что вы стали другой, что вы себя уже ведете по-другому, что вы себя уже преподносите по отношению к нему по-другому. И в то же время все равно, что бы ни было, как бы вы себя ни вели, мужчина будет довольным сложившимся положением, тем, что вы помирились, он будет считать, что это прекрасно, это хорошо, и он этого ждал, он этого желал. И для него это прям в его глазах как козырь в рукаве, да, он выиграл, как говорится, джекпот. В общем-то, мужчина будет доволен. Но, конечно, мужчина будет пытаться как-то руководить, знаете, быть таким кукловодом в отношениях, но это вряд ли у него получится. Это вряд ли получится, но такие попытки будут. И вот поведение его будет строиться от того, как вы будете себя вести по отношению к нему. Вот если вы будете убегать, да, как я и говорила вот здесь, да, у него будет желание постоянно вас догнать, вас заполучить, чтобы, знаете, он как бы успокоился и понял, что все, вы в его руках, вы уже никуда не денетесь, а у него такого ощущения не будет. И ему будет этого не доставать, ему будет этого не хватать, и он будет пытаться, реализовать свое вот это желание, да, и тем самым будет как-то к вам больше расположен, нежели до ссоры, потому что тут вы уже в первую очередь, да, как будут развиваться отношения, будете требовать развития удобного и приятного для вас, но это не говорит о том, что это будет удобно и приятно мужчине, да, это будет ситуация такая, к которой он не привык, к которой ему придется приспосабливаться, которую ему придется, знаете, так вот разбирать по полочкам, чтобы понять, что все-таки происходит и как ему себя вести и почему произошли вообще такие перемены. И, дорогие, это был первый вариант. С наступающим вас Новым годом! Всего вам самого хорошего, благополучия, гармонии, процветания, любви. Берегите себя, любите себя, балуйте себя. С вами была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. И, как обычно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а я перехожу к варианту номер 2. Ну что, второй вариант актуален для вас. И между вами произошло перемирие, да, вы помирились. И как же теперь будут развиваться ваши отношения? Что хочу сказать, что отношения будут нелегкими, все равно будут отношения ограничены некими рамками, и эти рамки не будут устраивать вас обоих. Будет желание и у вас, и у него, чтобы желание перемен. Такая некая, знаете, вот особых перемен после перемирия в отношениях не будет. Да, была ссора, но вы же помирились, и все как бы встало на свои места, все вернулось к старому. Да, пытались вы начинать все сначала и как-то векторы, да, направление этих отношений изменить, но не выйдет, не получится. Все равно отношения вернутся в старое русло. И это не будет устраивать ни вас, ни его. В отношениях будет такая большая повышенная эмоциональность. В отношениях один будет пытаться, да, переделать, перевоспитать другого, что будет, конечно, достаточно неприятно и
не будет устраивать партнеров. Будет, вы знаете, вот и такое желание, что вы оба хотите перемен, оба хотите изменить вектор, да, этих отношений, но ничего делать для того, чтобы это реализовать, вы не будете. Ни он, ни вы. Потому что тут одно лишь желание, одно лишь стремление. Даже если вы будете какие-то попытки предпринимать к тому, чтобы отношения изменить, все равно ничего не получится, потому что для этого нужно желание и для этого нужно действие обоюдное обоих сторон. А такого, увы, не будет, потому что даже если один попытается что-то делать, что-то изменить, как-то поговорить, вывести на разговор, как-то эту обстановку поменять, другой будет удивлен, шокирован и не допустит такого, потому что нет еще готовности внутренней. Перемирие это заключено, внутренний такой дискомфорт, да, во время ссоры он прошел, и далее все вернулось на свои места, на свой круг и будет двигаться в том же направлении, что и до ссоры. Да? То есть урок этой ссоры не извлечен ни вами, ни мужчиной. По крайней мере, так нам говорят карты. У дам, да, будет больше желания перемен, но опять же, действий пока не видно. Вот сейчас мы посмотрим поведение мужчины. Да, как же он будет вести себя после заключения перемирия. Ну, да, у него будет, конечно, некий страх, да, того, что опять может все повториться, но у него будет чувство одиночества, чувство обиды, чувство какой-то такой вот еще и некой усталости и желание, чтобы его воспринимали как мужчину сильного, волевого, да, как императора, как альфу в отношениях, но такого, увы, он не получит. Все равно в отношениях как-то вот, может быть, у мужчины еще не до конца прошла обида. Может быть, в принципе, он не уверен, что нужно эти отношения продолжать, потому что у нас, смотрите, тройка воздуха на Манаре и тройка мечей, то же самое тройка воздуха выпала и на колесе года. То есть мужчина, да, внутри вообще почему-то до сих пор, да, будет страдать, не будет уверенности, постоянно будет возвращаться к прошлому, будет чувствовать себя одиноким, преданным, покинутым. Ему будет и холодно, ему будет и голодно. Единственное, что он будет делать, это пытаться как-то на материальном уровне, знаете, как-то вас поддерживать, как-то вас поддержать, показать, что, в принципе, материальный уровень он обеспечить может. Он может вот эту сторону отношений поддерживать, держать, быть вам с материальной точки зрения некой такой опорой. Но это максимум, потому что внутренние его ощущения, он полон страха, полон одиночества, полон каких-то обид и непринятия того, что происходит и что было. Возможно, он еще не пережил, не переварил до конца причину вашего разногласия, но здесь мы ее не смотрим, да. Да, перемирие-то оно заключено, но мужчина все еще колеблется, он все еще думает, правильно ли он поступил. И на этой почве у него, конечно, переживания, страдания, метания, терзания, и все, что с этим может быть связано, последствия, да. Это был, дорогие мои, второй вариант. Будьте же счастливы, с наступающим вас Новым годом. Пусть Новый год будет полон любви, гармонии, процветания, взаимопонимания, взаимоподдержки. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, балуйте себя, любите себя. С вами была Астарта Сантье. И, как обычно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Всех благодарю, что были со мной, и прощаюсь с вами. Перехожу к варианту номер 3. Итак, третий вариант. Ваши отношения после ссоры. Да, вот вы помирились, да, заключили перемирие. И дальше как будут складываться ваши отношения? Правосудие, жрец и паж огня. Четверка кубков, мир, королева чаш. Ну что, конечно, в первое время, да,
отношения. Вы будете присматриваться в любом случае друг к другу, кто что вынес из этой ссоры, да, кто что для себя решил, какой опыт вы получили. Тут немного такая боязнь, да, двигаться дальше, потому что есть сомнения и страхи, а стоит ли вообще начинать все сначала, стоит ли входить в одну реку дважды. Да, будете много об этом думать, будете часто об этом думать, обе стороны, и мужчина, и женщина, но в любом случае отношения уже будут, некий такой виток начнется в отношениях новый. Да, будет, конечно, некое такое довольство, да, но в любом случае все равно, как бы вы не помирились, какой бы пакт перемирия не заключили, все равно будут такие моменты в отношениях, будут такие случаи, да, когда нет гармонии, нет согласия у партнеров. И каждый потом будет отворачиваться и заниматься чисто своими делами, работой, своими хобби, какими-то новыми проектами. В общем, как-то абстрагироваться, закрываться в работе, уходить от отношений, уходить от проблем в отношениях в работу, в новые проекты, в новые дела, какие-то свои увлечения. Отношения будут развиваться, но будут развиваться так вот достаточно спокойно, без особой динамики. Куда-то будут идти, и не вижу, чтобы оба партнера над ними работали. Не вижу. Больше здесь, знаете, помирились и ладно, помирились и будет. Что случилось, то случилось, и дальше каждый окунется в свои дела, в свою работу, свои какие-то убеждения, стремления и так далее. Как будет вести себя мужчина? Мужчина, конечно же, первое время, да и вообще, будет пытаться отношениями управлять, будет отталкиваться от прошлого опыта в любом случае, будет по отношению к даме таким прекрасным соблазнителем, таким мужчиной-дарителем каких-то комплиментов, каких-то бонусов, подарков, но это все небольшого, не крупного размера. И в то же время будет требовать и от дамы некого такого подчинения. Не могу сказать, что он прямо к ноге, к каблуку захочет вас приручить, приструнить, да, чтобы вы делали исключительно так, как он желает. Нет. Тут больше такой любовь через наказание. Когда там поссорились и бурно помирились. Когда бурно поссорились и опять же также и бурно помирились. И причем так сразу. Мужчина все равно в некоторых моментах будет чувствовать такое некое неудовлетворение и одиночество. И вас будет видеть такой девушкой, женщиной, погруженной в себя, и будет требовать от вас такого какого-то активного внимания, но и проявлять в то же время будет какую-то такую свою мудрость, да, и житейский опыт. Все равно. Тут отношения, да, такое ощущение, что это не первая ссора и, видимо, не последняя. И люди уже, в принципе, достаточно сильно свыкли к тому, что да, бывают ссоры, да, потом происходит перемирие, но особо никаких выводов и никаких для себя не выносят партнеры. Да, потом бурно мирятся, да, потом пытаются этими отношениями управлять их, направлять куда-то, как змеи-уст, но особо выхлопа, да, особых результатов здесь я не чувствую, судя по картам. Мужчина будет таким знаете, такой лисой, таким хитрым мужчиной, какими-то своими действиями, какими-то своими словами, ухищрениями будет пытаться добиваться, чтобы вы делали то, что хочет он. И, конечно, здесь страсть, здесь интим, здесь такое интимная, да, личная сторона отношений, она тут тоже будет превалировать.
И смотрите, у некоторых даже троечек может проиграться, что мужчина, например, в постели любит отыгрываться, да, за какие-то промахи, за какие-то ссоры, за какие-то скандалы. Любит реализовываться через постель. Может быть, как-то словесно, да, или в каком-то поединке именно вот словесном он и не может вас победить, вас обыграть, вас обговорить. А вот что касается интима, он там может как-то проявлять характер и реализовываться через постель. Свое эго холить или лелеять через интим, через постель. И вот такой вот у нас был третий вариант. Дорогие мои, прекрасные, милые, всех с наступающим Новым годом. Пусть 2020 год для вас будет шикарным. Пусть он принесет только большую чистую любовь, гармоничную, такую ладную, складную любовь. Пусть будет в Новом году благополучие, здоровье. Берегите себя, любите себя, балуйте себя, будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть ваша жизнь будет полна яркими, счастливыми, радостными красками, моментами, улыбками. С вами была Астарта Сантия. Благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и, конечно, пишите комментарии. Всем до свидания.